Добрый вечер. В эфире региональные вести, в студии Лариса Шамаева. В начале о главных темах. На страже памяти. Здесь женщины героически сражались с врагом. Отсюда взлетали самолеты и в районе Малгобека сбрасывали бомбы на врага. В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, военнослужащие провели работы по благоустройству территории воинского захоронения. Знай наших. Строительные предприятия, коммунальные и управляющие организации являются постоянными клиентами компаний, ценящими высокое качество продукции. Стартовал третий сезон конкурса «Уникальная платформа для продвижения отечественных товаров и услуг». Язык – это душа народа. В рамках празднования чеченского языка сотрудники ГТРК в войнах получили награды за свой вклад в развитие национального вещания. Муфтий Республики Саала Хаджи Межиев провел лекцию для студентов Грозненского государственного нефтяного технического университета. Он рассказал об основах веры и важности ее изучения в современном мире. В ходе выступления он подробно остановился на концепции единобожия и подчеркнул необходимость обращения к проверенным религиозным источникам в процессе духовного образования. Подробности в нашем следующем сюжете. Главным путеводителем и руководством мусульман являются священные писания, в которых человек может найти ответ на любой вопрос. Муфтий региона Саала Хаджи Межиев на встрече со студентами Грозненского государственного нефтяного технического университета рассказал об основе нашей веры и о важности ее изучения. Затрагивались самые важные вопросы по части акиды, то есть единобожия, и об обязанностях мусульман. Biedās, konsor biedās, buzutnā, masēda bodas, ākās ko švācdār, lehveg, lohveg, handol, šveg, īveg, akveg, vocog biedās, masēda ševkir bodas. Ya eyyuhallazina amanu taqullah, hay imanilin bolşvonaq şevkir şu bodas, kir şu şev. Waltanzur nafsun ma qaddamat lighad qand ordojdan mu'ardaqna hujil hordiyaq. Задача мусульманина заключается в изучении своей веры, и такие события непосредственно способствуют им в этом. Средства массовой коммуникации сильно упростили познание религии, но их правдивость обязательно должна подкрепляться знатоками. Есетин ёшол меттиг, оздел мостыш брюго лицан аюз, сундера низ правильно знание распространять, правильную информацию распространять, низ хум нахан кирдилер, свой тагана, куда студентчан встреча, дух хеттер школ, баш хеттер школ, шанлу орг хатта, вой паргату итна, ита ютурю он элче. Мероприятия такого характера необходимы для подрастающего поколения, и их систематическая организация способствует укоренению религии в их сердцах. Собравшимся студентам и всем желающим, в свою очередь, была дана возможность задать любые интересующие их вопросы, на которые были даны развернутые ответы. Духовно-нравственное развитие нации является одной из наших главных задач. Чем сильнее молодое поколение будет укрепляться в религии, изучать свои традиции, воспитываться правильным путем, тем сплоченнее будет сам народ. И именно такое воспитание является самым верным. И начинать такой процесс, конечно же, нужно с самого себя. Магомед Азиев, Джабраил Хаджиев, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Ахмад Хаджи Кадырова продолжает традицию добрых дел. В рамках очередной благотворительной акции жителям региона была оказана продовольственная помощь. Продуктовые наборы получили малоимущие семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Подобные акции проводятся регулярно, чтобы не оставить без помощи никого, кто в ней нуждается. Слово Мадине Мусалчиевой. По праздникам и не только благотворительные акции региональным общественным фондом имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова проводятся на регулярной основе. Продовольственная помощь в очередной раз дошла до села Самашки.
Наборы доставляются прямо до домов адресатов. В одном таком пакете мясо курицы и 2 буханки хлеба. Списки составляются заранее и очень тщательно, чтобы никого не упустить. У всех этих людей разные жизненные ситуации. Всего в Самашках было роздано 330 кур и 990 буханок хлеба. Дээрээс хөл дэш халвалчуна царгодеш да сидойл сервизен дэл да мокш мяшлил ойл дээрээс хойлогцун хонса гаттеш тгуулки хошвал. Продуктовый груз прибыл и введено. Начинается расфасовка по пакетам. Делается все оперативно, чтобы наборы как можно скорее дошли до своих адресатов. Такая процедура для работников администрации селения уже давно стала привычной. За благотворительными акциями и подобными мероприятиями прочно закрепилось имя регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова и ее президента Аймани Несиевны, которая на протяжении нескольких лет беспрерывно оказывает помощь всем нуждающимся в ней. Плодами этого труда являются тысячи благодарных людей. В рамках акции роздано 57 тысяч кур и 171 тысяча буханок хлеба нуждающимся семьям. Мадина Нуцалчиева, Мосар Хаджиев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Кроме того, Общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова продолжает наращивать объем оказания благотворительной помощи жителям сектора Газы. Глава Чеченской Республики отметил в своем телеграм-канале, что это стало возможным благодаря договоренности в ходе встречи Адама Кадырова с представителями власти Египта. В результате удалось организовать перевозку гуманитарных грузов через ее территорию. По поручению президента фонда Аймани Несиевны в 10 самых отдаленных и труднодоступных районах Газы ведется работа по обеспечению жителей продовольствием, медикаментами, питьевой водой, детским питанием и другими товарами. Ежедневно в каждом из районов поддержка оказывается 7 тысячам человек. С марта этого года на одной только территории Египта палестинским беженцам роздано 17 тысяч продуктовых наборов, каждый из которых весит 13 килограмм. Вместе с тем еду и воду получили 275 тысяч палестинцев, которые все еще находятся в Газе. Оказана финансовая помощь 300 врачам. Порядка 1000 детей получили комплекты одежды, необходимые товары переданы 100 детям-инвалидам. Оказывается содействие в поиске безопасного места для временного укрытия, оплата арендуемого жилья. Оборудована необходимой техникой 33 палаты. В ряде населенных пунктов строятся колодцы для снабжения водой. أحمد 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 شكرا للرئيس رمضان قادرو بارك الله فيكم جزا الله كل خير شكرا لشعب الشيشان شكرا للرئيس رمضان قادرو هي تمسا وين وقت شو بيجي شكر وين وقعتش أخبق الله تقدر بركل العشينا وين الفند أحمد حاج كبير وصل يلو لا عزوة قبل دلش شنز أرخل الفند و تقعد عيتان تونا نقشي حلوة نقشي شو مخدس رمضان حاج دال عرض شوالي إذا بيرجوا يوك دليل بقيز نقشي شو بتشاها دال قرآن شو ديكنا بيوتشا استكشناها بوصلناها غير بوجناها يا أولون سعر ملا أولون سعر بوصل أي شيء تاعها بقدي أشوف إذا دال كان سبيع فوبولش دال شكر دي أشتغل هلا بوش أداش تقدر بركة الأوروباس بوي بيجاش نقشي شو أستنا سعر حلوة لو سيكي جوفو رمضان حاجة دال عرشوة Военнослужащие объединенной группировки войск совместно с местными властями провели работы по благоустройству воинского захоронения в станице Асиновская.
Они отремонтировали памятник и привели в порядок прилегающую территорию, отдав дань уважения героям, павшим в годы Великой Отечественной войны. Валентина Гусевская продолжит. На христианском кладбище в станице Асиновская находится захоронение героев Великой Отечественной войны. Военнослужащие объединенной группировки войск, сил и администрация населенного пункта благоустроили территорию, отремонтировали памятник и обновили биографические данные. Чем дальше в историю уходят события Великой Отечественной войны, тем выше наша ответственность перед будущими поколениями. Тысячи памятников и обелисков по всей стране – наглядный пример всеобщего уважения. И здесь еще один камень заложен сегодня в основу нашей памяти. Памятник на братской могиле установлен летчице Антонине Ефимовой и рядовому Лилепину. Собравшиеся почтили их память и возложили цветы, а также венок от командования Северокавказским ордена Жукова округом войск Росгвардии. Это очень значимое историческое место не только для нашей республики, это историческое значимое место для всей нашей огромной страны. Это наша история, история героизма женщин на войне. Мы вносим его в реестр памятников республики. Вот. Мы пытаемся сохранить эту историю. Ночные ведьмы. Так фашисты прозвали летчиц 588-го ночного легкобомбардировочного авиационного полка. В Асиновскую они прибыли летом 1942-го. Сегодня в месте аэродрома, откуда вылетали их самолеты, уже построены жилые дома. Но их подвиги останутся в памяти навечно. В 1984 году мы туда заселились. Здесь я построил дом. Пригласили сюда ночных ведьм. Это летчицы наши, знаменитые летчицы 46-го полка. Нам рассказывали, как они с этого поля взлетали, не могли этот хребет Сунжинский перелететь, как они уменьшили бомбу там, как перелетали, как бомбили, как громили фашистов. Располагаясь в Асиновской, каждую ночь группы авиаотряда преодолевали Сунжинский хребет на модифицированных ими же самолетах Ан-2. Спускались, отключая двигатели, тихо и незаметно. Слышно было только свист снарядов. Местами высота Сунжинского хребта достигает 600 метров. С сегодняшними технологиями преодолеть его не составит труда. Однако тогда на это требовалось немало самоотверженности. Они помогли советским войскам не пропустить фашистов к Грозному. Враг был остановлен в городе Малгобек. После войны летчицы приезжали в поселение почтить память своей боевой подруги. До наших дней, к сожалению, никто из них не дожил. Валентина Гусевская, Ислам Ибрагимов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Стартовал третий сезон конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Он направлен на развитие перспективных брендов во всех регионах страны. К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса, компании которых демонстрируют устойчивый рост и высокую степень локализации производства. В третьем сезоне заявки принимаются по 5 номинациям: продукты питания, продовольственные товары, креатив, высокие технологии и IT. Расскажем об участниках этого проекта на примере завода «Трубпласт». Репортаж Рамзана Абуева. Это экструдер. В нее подают сырье в гранулах, после она выдавливает расплавленную массу через формирующий инструмент, а затем готовая полимерная труба охлаждается в специальных ваннах и нарезается готовая продукция. Это Трубпласт, ведущие производители труб в СКФО. В настоящее время мощности компании располагаются на площади 3 гектара в селении Чечен-Аул. В год здесь производят 12 тонн продукции. Мы здесь производим полиэтиленовые трубы диаметром от 25 мм до 1200 мм, водоснабжение, канализацию, водоотведение и газоснабжение. У нас задействовано более 40 человек на производстве, более 20 человек работает в сменном графике. Это непрерывный процесс. Трубпласт включен в реестр оборонно-промышленных предприятий России. Свою деятельность компания ведет с 2017 года, ежегодно расширяя ассортимент выпускаемой продукции. Предприятие также участвует в инициативах по поддержке предпринимательства. Так, Трубпласт в числе 10 чеченских компаний подал заявку на участие в конкурсе «Знай наших», который направлен на развитие перспективных брендов малого и среднего бизнеса. Как мы все с вами знаем, сегодня в мире существует очень много брендов, которые продвигались указанными корпорациями на протяжении сотни лет. И ребенок, и взрослый человек знает о существовании тех или иных брендов. Почему? Потому что их продвижением, их пиаром и рекламой очень усиленно, акцентированно занимались соответствующие корпорации. Конечно же, это происходило
и со стороны государств, которым принадлежали указанные компании. Поэтому сегодня в Российской Федерации делается указанный акцент. Заключается он в чем? Для того, чтобы сегодняшние предприниматели компаний Российской Федерации могли максимально активно выводить свое наименование, свой бренд не только на российский уровень, но и на международный уровень, чтобы также наши российские бренды были сегодня узнаваемы во всем мире. Поэтому мы сегодня призываем всех чеченских предпринимателей, бизнесменов активно участвовать в конкурсе, подавать свои заявки, так как это наше лицо, имидж и престиж. Будем всячески содействовать. Помимо этого, хотелось бы также отметить, что будет проводиться в мае месяце, в конце мая, с 25 по 28 число Кавказский инвестиционный форум в Минеральных водах, в рамках которого будет проводиться конкурс «Вершина», где также бренды компаний Чеченской Республики будут участвовать. Важным шагом в развитии компании стало получение статуса резидента особой экономической зоны Грозный в 2023 году. В настоящее время Трупласт активно работает над перемещением своих производственных мощностей на территорию столицы, что позволит значительно увеличить объемы выпускаемой продукции и масштабировать бизнес. Строительные предприятия, коммунальные и управляющие организации являются постоянными клиентами компании, ценящими высокое качество продукции. Она производится на собственных мощностях с непрерывным контролем. Полимерные трубы широко применяются в строительстве. Их востребованность обусловлена в частности демократичной ценой и долговечностью. А Трупласт строит реальные, далеко идущие планы по дальнейшему росту и укреплению своих позиций на рынке. Рамзан Абуев, Шамсудин Джабраилов, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Высокая оценка важного труда. Сегодня по указу главы региона были награждены сотрудники ГТРК в войнах, чья работа помогает сохранять и развивать чеченский язык в СМИ. Их ежедневный труд – это не просто работа, настоящая миссия по сохранению нашего языка и культуры для будущих поколений. Как прошла церемония награждения, расскажет Лимда Джамалдинова. В современном мире, где информация стремительно распространяется и становится доступной каждому, язык играет ключевую роль в формировании культурной идентичности и общественного сознания. ويماخ كعبيش نوخش مشت شو قال شو دقيق درت نوخش مشت ده دز درت دق از بلش دعا استن دوق دا لوت شدو ويها ميرش كعويكش بلونا واستشابش ويموت بيت بيز عامو بيز برجو بيز ويخدقهم بعدك ديتشت دي عزويست دو وندالشي ويك حوش بو تلفزيون حوش هول راديو ولا دوخش هول تقدو جزيت دوش اجينست وات سربش بلغي وي استيا استن باب بيز موت بوتوك ام دات العمد حاجه دش نشتوق В рамках празднования Дня чеченского языка Рамзан Кадыров наградил отличившихся представителей средств массовой информации почетными медалями и грамотами. Награды от лица главы региона журналистам передал помощник главы и министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Награждаются медалью за заслуги перед Чеченской Республикой Исакова Мака Увейсовна, корреспондент первой категории группы подготовки тематических программ филиалов ГТРК «Война». Одной из наиболее значимых наград стала медаль за заслуги перед Чеченской Республикой, врученная журналисту ГТРК «Войнах». Она была отмечена за безупречный и добросовестный труд. Макка Исакова работает на телевидении уже 20 лет, делает программы исключительно на чеченском языке. В разговоре с журналистами она призналась, что ее главная цель – это популяризировать родную речь. Кюгал док саухтин ахтаган дел рейс хилцан асхор за билгал док что и почхалтырня нухчи мотхи орн бажон алшпон дяжин деш муссума док дел рейс хилцан Войнах телеканал Кюгал бахандолш и это сахиллахтаган сон даггер баркал аля тран Кюгал айолш веселаева Рузанин Рибханов Асламбекан бакалла царша дол хайлш докелин тон ахик. Благодарственным письмом главы субъекта была удостоена редактор службы радиовещания ГТРК «Войнах» Эсила Гамаева, которая внесла значительный вклад в развитие журналистики на родном языке. Журналисты, работающие на чеченском языке, выполняют не только информационную функцию, но и культурную, образовательную и политическую, что делает их незаменимыми для развития общества в республике. Лимда Джамалдинова, Маусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика.
Такие вести и еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.